Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с депутатами первого созыва 1991-1996 годов. Главными темами встречи стало обсуждение социально-экономической ситуации в стране, перспективы развития, проблемы энергетической отрасли, незаконной деятельности майнинга криптовалют. Президент сообщил о принимаемых руководством страны мерах по преодолению энергетического кризиса и направленных в парламент законопроектах, предусматривающих ужесточение мер в отношении нарушителей, занимающихся незаконной добычей криптовалют. В рамках встречи президент рассказал о взаимоотношениях с Россией, реализации статей договора о союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года. Речь шла и об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Обращаясь к участникам встречи, Аслан Бжаня отметил, что надеется на опыт депутатов так называемого «золотого созыва» в решении важных государственных вопросов. Президент также высказал пожелание регулярно встречаться с депутатами первого созыва парламента и выслушивать их мнение по различным вопросам. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ваш состав парламента принимал в свое время судьбоносное решение для народа Абхазии, для нашей государственности. И я счастлив, что у меня есть возможность вас собрать, с вами позаветоваться, поприветствовать вас с учетом вашего опыта, жизненного, политического, государственного опыта. Для меня важно знать вашу точку зрения на те процессы, которые у нас происходят, на то, как сделать так, чтобы мы выбрали правильный курс и политический, и экономический для достижения целей по укреплению абхазской государственности, по повышению качества жизни наших граждан, потому чтобы мы на самом деле считались крепким, состоявшимся государством. Аслан Бжаня также встретился с общественными деятелями и представителями интеллигенции республики. Обсуждались вопросы социально-экономического, политического и военного развития Абхазии. В частности, была затронута тема военной безопасности. Репортаж со встречи смотрите в нашей программе в субботу. В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кови с президентом Британской ассоциации консультирования и психотерапии ВАСР и президентом межрегионального объединения землячества пакистанцев в России, заместителем председателя делового совета по сотрудничеству с Пакистаном Джавадом Рахманом Шахрия. В ходе встречи стороны обсудили возможности установления культурных, торговых и социально-экономических связей, а также перспективы сотрудничества между Абхазией и Пакистаном в различных областях. Глава МИД Абхазии выразил готовность в содействии установлению деловых контактов между двумя странами. Об этом сообщается на сайте МИД. По инициативе делегации из Пакистана в торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча с гостями, на которой обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием партнерских отношений. Президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава отметила, что палата готова содействовать установлению взаимовыгодных связей с BACP. В свою очередь, президент ассоциации Шахрия Джавад Рахман выразил надежду на совместную плодотворную работу. На встрече было подписано соглашение между ТПП Республики Абхазия и Ассоциации содействия установлению деловых связей с Пакистаном в сфере предпринимательства. Предметом соглашения является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на реализацию совместных абхазо-пакистанских проектов. В завершении встречи Тамила Мирцхулава и Шахрия Джавад Рахман обменялись памятными подарками. Мы считаем, что ваш визит в нашу республику носит очень дружественный характер, направленный на выстраивание партнерских двусторонних отношений, на перспективе возможную реализацию совместных проектов. Мы уверены, что между нашими странами есть очень значительный, неиспользуемый потенциал для сотрудничества. Наверное, слабые стороны отсутствия взаимодействия – это дефицит информации для предпринимательского сообщества наших стран, это о правилах ведения бизнеса, о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале наших стран. Это немаловажный, очень сложный, непростой вопрос логистики,
о рынках сбыта и так далее. И если бы мы смогли по линии сотрудничества выстроить такую инвестиционную деятельность, мы уверены, что это могло бы стабилизировать и усилить двустороннюю предпринимательскую активность между нашими странами. Для нас Пакистан – это очень интересная страна. Мы знаем, что во многом мы очень с вами схожи. Мы знаем, насколько вы располагаете богатыми природными, уникальными достопримечательностями, насколько развит аграрный сектор, текстильная промышленность. Я думаю, что есть очень много разных и других направлений, которые могли бы позволить нам выстраивать на долгосрочной основе такие двустороннее сотрудничество. Это очень важная встреча, хотел бы подчеркнуть. И вчера мы обсуждали целый ряд проектов с спецагентством, в которых мы могли бы принять участие. Был подписан меморандум сегодня между инвестагентством и BACP. Вчера была встреча с министром иностранных дел, в ходе которой мы обсудили несколько вопросов, также представляющих взаимный интерес. И мы надеемся, что те сферы и те проекты, которые мы обсуждали, в частности вчера, мы сможем их воплотить в жизнь и уже на практике смотреть на результаты, которые они принесут. С 23 по 28 января в городах и районах республики сотрудниками МВД совместно с представителями оперативных штабов по противодействию незаконной деятельности фирм по добыче криптовалют проведены масштабные рейды, в результате которых исследовано более 350 майнинг-объектов. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии с 23 по 28 января в городах и районах республики проведены масштабные рейды сотрудниками МВД совместно с представителями оперативных штабов по противодействию незаконной деятельности фирм по добыче криптовалют, отключены действующие устройства. Также проверены ранее закрытые объекты. В ходе проведения проверок в Гагрском районе отрезаны от энергоснабжения установки по добыче криптовалют в городе Гагра и Пицунде, в поселке Цандрипш, в Зыбском ущелье, в селе Псахара и Аллахадзе. Произведен демонтаж силовых кабелей, подающих электроэнергию на криптофермы в селах Дурипш, Лыхны, Хипста, Атхара Гудаутского района. Также обесточены расположенные в частных домовладениях майнинг-установки в селе Абгархук, Бармыш, Аацы, Ачандара и Приморская. В Сухумском районе криптофермы обнаружены в селах Гумиста, Баслата, Шрома, Нижняя Верхняя Шера, Яштуха, Капа и Гума, размещаемые как на территории коммерческих предприятий, так и в частном секторе. На последующий контроль взяты более 50 отключенных криптоферм в столице. Также проведена проверка на предмет наличия действующих майнинг-устройств в подвальных и чердачных помещениях многоквартирных домов. Исследовано порядка 45 адресов. При проведении рейдовых мероприятий в Гулрыбском районе отключены от энергосети майнинг-объекты в селах Мерхаул, Багмаран, Бабышара, Дранда, Мачара и Уарча. В целях снижения потребления электроэнергии в Ачимчирском районе отрезаны силовые кабели, питающие электричеством частные майнинг-фермы в селах Маркула, Ачугара, Река, Атара, Джгерда, Мык, Кутол, Кындык, Пакуаш, Елыр, Таумыш, Лашкиндар и непосредственно в городе Ачимчира. На территории заводов, фабрик и коммерческих предприятий в селе Пакуаш, Кындык и в 9-м районе города Ачимчира демонтированы кабели питания трансформаторов, а электрические рубильники опечатаны. В Ткуарчалском и Галском районах при проверке ранее отключенных объектов нарушений не выявлено. Системно проводится предупредительно-профилактическая работа по недопущению незаконных подключений к сетям электропередачи в частном секторе. В результате проводимых мероприятий снижение потребления электроэнергии составило порядка 64 мегаватт. Работа действующих криптоустройств прекращена. Ранее опечатанные объекты, а также отключенные на момент проведения проверки частично демонтированные криптофермы обесточены от энергосети, силовые кабели отрезаны, электроустройства пломбированы, о чем составлены соответствующие акты. При реализации имеющейся оперативной информации и поддержки граждан, которые обращаются на телефоны доверия сотрудниками МВД совместно с представителями комиссий, штабов при городских и районных администрациях, исследовано более 350 майнинг-объектов. По всем районам республики проводится системный мониторинг незаконного подключения к энергосети объектов по извлечению криптовалют. Ранее отключенные майнинг-фермы стоят на контроле.
Часть Абхазии останется без подачи электричества в субботу 30 января в связи с ремонтными работами на нескольких подстанциях, сообщает Черноморэнерго. Обесточены будут часть Сухума и Гудаутского района, включая Новый Афон. С 10 до 13 часов будет отключена воздушная линия 110 Багмаран-2. Без подачи электроэнергии останутся подстанции Сухум-1 и Епит. С 13 до 15 часов будет отключена воздушная линия 110 Багмаран-1. Без подачи электроэнергии останутся подстанции Сухум-2, Новый Афон, Мцара, Дурипш и Гудаута-Тяга. 13 единиц техники на сумму около 14 миллионов рублей для утилизации металлических отходов приобрело предприятие «Абхаз-Вторресурсы». Репортаж Гугуцы Вардания. До 2021 года предприятие «Абхаз-Вторресурсы» не имело собственной технической базы, но на сегодняшний день организации удалось приобрести земельный участок для создания этой самой базы. Здесь было очень некомфортно, много пришлось усилий вложить для того, чтобы ход какой-то вид имел, как имеется на сегодняшний день. До этого момента в организации работало всего 2 машины. Сегодня удалось приобрести 13 единиц техники. Если говорить точнее, речь идет о ломовозах, грузовых машинах, предназначенных для погрузки и транспортировки металлических отходов. К сожалению, здесь было только 1 «Газель» и 1 трактор «Атлас» погружатель. Больше техники не было. Но с нашим приходом уже мы приобрели 13 единиц техники. Сами видите, какую технику мы приобрели. Какую сумму? Мы на сумму 13 миллионов на 907 тысяч приобрели технику. Это все было сделано из средств, из доходов, которые мы за все это время, и мы без помощи со стороны это все мы приобретали. Также удалось приобрести и пресс для металла. Пресс и прессовоз машина Скани. Есть специальная машина, которая ее возит. Без пресса никак. Сейчас завершаются работы по благоустройству базы. Заканчивается ремонт и в помещении для персонала. Построена сторожевая башня, кухня и складское помещение. В коллективе 37 человек. Коллектив у нас хороший. Очень дружный коллектив, все с отдачей работают. Отчет о проделанной работе в скором времени будет представлен вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Депутаты Гудаутского районного собрания не утвердили главу районной администрации. Из 25 присутствовавших на заседании собрания депутатов за кандидатуру Баграта Боджгуа проголосовали 14 человек. Таким образом, ему не хватило 1 голос. Теперь, согласно закону о местных органах самоуправления, в течение 30 дней глава государства вправе повторно направить на рассмотрение районного собрания эту же кандидатуру, либо представить другого кандидата на должность. Районное собрание также за это время должно рассмотреть вопрос утверждения представленной кандидатуры. После осложнений от коронавируса на 88-м году жизни скончался легендарный российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог, герой труда Российской Федерации, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой. Сыгранные им роли невозможно перечесть, как невозможно перечесть многочисленные награды, которых удостоен артист за заслуги перед Отечеством. Памяти великого артиста и истинного патриота посвящен наш следующий репортаж. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, неповторимы. Впервые Лановой появился в главной роли в 1956 году в фильме Александра Алова и Владимира Наумова «Павел Корчагин». Звездой картины должен был стать Георгий Юматов, однако из-за болезни режиссерам пришлось срочно искать ему замену. Они увидели Ланового на съемках в соседнем павильоне и доверили большую роль тогда еще студенту 3-го курса театрального училища имени Щукина. После окончания училища Лановой сразу же поступил в труппу театра имени Вахтангова.
Кинозрителям 60-х Лановой запомнился ролями в экранизациях романов «Алые паруса» Александра Грина, «Коллеги» Василия Аксенова, а также «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого. Особую любовь публики завоевала его эпизодическая роль в фильме «Полосатый рейс». Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. В его долгой жизни было много замечательных ролей, но, пожалуй, главным для его зрителей и поклонников оставался образ Ивана Вараввы из фильма «Офицеры». Герой Ланового – офицер, патриот, настоящий друг и настоящий человек. И, как говорят те, кто его знал, практически все эти определения полностью описывали характер самого Василия Семеновича. Важную роль в карьере Ланового сыграли фильмы по книгам Юлиана Семенова. После съемок в «17 мгновениях весны» он еще трижды играл в экранизациях произведений популярного писателя. В 80-е годы Лановой реже снимался в кино. Большую часть времени он стал уделять театру, где преподавал сценическую речь. В следующем десятилетии на экраны вышли фильм «Барышня-крестьянка» по мотивам произведений Пушкина и биографический фильм об Александре I «Незримый путешественник». После 2000 года Лановой преимущественно снимался в сериалах. Из наиболее заметных работ актера стали роли Юрия Андропова в «Брежневе» и современная телевизионная адаптация «Офицеров», где Лановой сыграл отца одного из героев ветеранов войны в Афганистане. За свою карьеру Василий Лановой сыграл более 80 ролей в кино и более 60 на театральной сцене. Василий Лановой был желанным гостем различных театральных и кинофестивалей. Приезжал он и в Абхазию в 2001 году, когда наша знаменитая соотечественница, оперная дива Хибла Гирзма открывала свой первый фестиваль «Хибла Гирзма приглашает». Когда любовью и негою военными безмолвно пред тобой колено преклонен, я на тебя глядел и думал, ты моя. Ты знаешь, милая, желал ли славы я? Ты знаешь, удален от ветренного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих бурь, я вовсе не внимал жужжанью дальнему упреков и похвал. Могли ли меня молвы тревожить приговоры, когда, склонив ко мне томительные взоры и руку на главу мне тихо наложив, шептала: ты скажи, ты любишь, ты счастлив, другую, как меня, скажи, любить не будешь, ты никогда, мой друг, меня не позабудешь. Василий Лановой для многих был не просто кинозвездой, а нравственным ориентиром. Он никогда не забывал своей ответственности перед теми, кто верил ему, несколькими поколениями зрителей. Долгие годы Лановой возглавлял общественный фонд «Армия и культура», был сопредседателем движения «Бессмертный полк», сам неизменно выходил 9 мая во главе колонны рядом с президентом, рядом с коллегами и простыми россиянами. Настоящий патриот и настоящий человек. Вот что пишет о Лановом режиссер театра Вахтангова Владимир Иванов. Лановой – это символ эпохи. Он был верен театру, стране, зрителю. Это один из величайших людей театра. Василий Семенович – человек совершенно определенной позиции, всегда неизменной. И несмотря ни на какие обстоятельства, он открыто и очень подчас яростно отстаивал ее. Его запомнят яростным, увлеченным, страстным, с огромной любовью к людям. Василий Лановой – это явление, а еще его имя связано с Бессмертным полком. Благодаря ему этот проект стал таким важным. Он был его олицетворением, а страна этим гордилась. Гордился и он. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.
В связи с кончиной народного артиста Республики Абхазия, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахидзапша второй степени, композитора, этнографа, художественного руководителя и главного дирижера государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василия Царгуш, распоряжением временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба создана комиссия по организации похорон под председательством министра культуры Гудисы Агрба. Прощальная церемония состоится 30 января в 13:30 в городе Сухум по улице Лакоба, 27. С 1 февраля возобновляется выдача российских заграничных паспортов, сообщается на официальном сайте посольства России в Абхазии. Другие консульские услуги пока оказываться не будут. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции допуск посетителей в консульский отдел посольства осуществляется только в медицинских масках. В целях соблюдения социальной дистанции проход на территорию будет ограничен. Одновременно в зале приема посетителей могут находиться не более 4 человек. Сборная Абхазии прошла квалификацию на чемпионат Европы КОНИФА. Впервые в турнире примут участие 12 команд. Это сборные графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха, Сикийского края, Чамерии, Сардинии, Корнуолл. 31 января пройдет жеребьевка, в результате которой команды будут распределены в 4 группы. Кубок Европы по футболу КОНИФА в этом году пройдет во французском городе Ницца с 9 по 19 июня. Госкомспорт Абхазии уже оплатил членский взнос сборной Абхазии для участия в турнирах КОНИФА в 2021 году. И в конце выпуска прогноз погоды. В выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу без осадков, в воскресенье возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 3-8, днем 9-14 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.